любовь к родине начинается с любви к семейному очагу. В середине 21 века самыми развитыми государствами окажутся те, в которых абсолютное большинство семей будет жить в спокойствии и достатке, воспитывать детей, давать им качественное образование, проявлять заботу о старших и вести здоровый образ жизни. 1 марта 2013 года первый президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев подписал указ об учреждении нового праздника – Дня семьи, и была определена дата его празднования – каждое второе воскресенье сентября. В 2021 году День семьи в Казахстане отмечается 12 сентября. Основной целью праздника стала реализация национальной государственной задачи по сохранению культурных ценностей, традиций, духовности, воспитанию подрастающего поколения. И именно семья является связующим звеном между разными поколениями. Важно помнить, что семья – это источник любви, уважения, привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Именно в семье мы получаем старт, находим поддержку и защиту в любых обстоятельствах, реализовываем желание любить и заботиться об окружающих. Духовно-нравственное воспитание детей – одна из главных задач работы модельной детской библиотеки. Для сохранения семейных ценностей при общении детей к чтению в библиотеке работает клуб семейного чтения «Цветик-семицветик». Наш клуб объединяет читающие семьи для проведения мероприятий и общения. Детская библиотека для детей и родителей – это центр полезного, интересного досуга, неформального общения, где они могут получить консультацию по вопросам детской литературы, педагогики и детского чтения. Наша библиотека объявила онлайн-конкурс ко Дню семьи. И сегодня вы увидите, какие талантливые дети и родители ходят к нам в библиотеку. Мен Жүсіп Айғұл, Сәкен Сейфуллин атындағы нөмір 5-ші көпсалалы мектеп-лицейінің 3-ші А сынып оқушысымын. Мен ертегі кітаптарды оқығанды жақсы көремін. Мен сіздерге өзімнің сүйікті ертегілерімнің бірін айтып бергім келеді. Арсен, тыңда, Мақтағыз ертегісі. Бір күні Мақтағыз өзінің сүтін үстеліне қойып, үйді жинап жүрген. Мысығы үстелдің үстінде жүріп, оның сүтін төгіп алыпты. Мақтағыз оған ашуланып, оның құйрығын жұлып алыпты. Мысық айтты оған, маған құйрығымды берші деді. Сосын Мақтағыз айтты оған, сен бірінші маған сүтімді алып кел деді. Сосын ол барады да сиырға барады. Маған сүт берші деді мысық. Сиыр айтады, маған бірінші жапырақ бер деді. Сосын ол барады да ағашқа барады. Сосын оған айтады, сен маған жапырақ берші ағаш дейді. Сосын ағаш оған айтады, сен маған бірінші су бер дейді. Сосын ол барады да бір қызды сумен көреді да, қыз маған су берші дейді. Сосын қыз айтады, маған сағыз бер дейді. Ол барады да дүкеншіге барады да, маған сағыз берші дейді дүкеншіге. Сосын дүкенші айтады, маған бірінші жұмыртқа алып бер дейді. Сосын ол көреді да тауықты көреді. Маған жұмыртқа берші тауық дейді. Сосын маған дән алып кел дейді. Ол не істерін білмей, бір тышқанды көріп алды. Оны тиісті алып, тышқан, сенде дән бар ма? Дәнді тез алып кел. Алып келмесен, мен сені жеп қоям дейді. Сосын тышқан барды да мысыққа дән береді. Ол барды да сол дәнді тауыққа береді. Тауық оған жұмыртқа береді. Ол барды да сол жұмыртқаны дүкеншіге береді. Дүкенші алады, оған сағыз береді. Ол сағызды ол қызға береді. Қыз оған су береді. Сол суды ол ағашқа береді да, ағаш оған жапырақ береді. Ол сол жапырақты ол сиырға береді да, сиыр оған сүт береді. Ол сол сүтті алды да Мақтағызға берді. Ал Мақтағыз оған құйрығын берді. Солай олар екеуі дос болып қалды. Осы менің ертегі бітті. О, қандай күшті ертегі. Мынау кітапты маған оқып берші. Ақшақар мен гном
Жақсы, мен сабақтардан келгеннен кейін саған мына кітапты оқып беремін. Аяулым, мен саған тағы да кітаптар әкелдім. Рахмет, Оқып, анашым. ініңе айтып бер. Жарай ма? Жақсы. Ой, здравствуйте. Привет! А кто ты такой? Страшила? Я? Ты что это? Меня зовут Страшила. Я хозяин этого пшеницы. Меня повесил хозяин. Ай, ворона! Ой, а меня зовут Элли. А это мой друг Татошка. А что это за инопланетянин? Это мой песик. А что ты там делаешь? Ты куда это залез? Меня посадили. Хозяин этого поля. А у тебя есть заветное желание? Да, есть, чтоб меня повесили сюда. Так ты и так висишь. Ты, наверное, хотел сказать, чтобы тебя сняли. Да, наверное. Так давай я тебе помогу. Давай. Ой, ты что это не стоишь? Давай, вставай скорей. Ну вот, я исполнила твои заветные желания. Вставай, ты чего это разлегся? Ну все, я исполнила твои желания. Да. Только у меня еще это не все мои желания. Я хочу себе иметь голову. Ой, ты опять что-то перепутал. У тебя же есть замечательная головка. Вот тут-то. Мозги. Да, наверное. Тогда тебе нужно идти к нам. То есть вместе с нами, к волшебнику Гудвину. Он даст тебе мозги. Пойдешь с нами? Пойду, конечно. Ну все, пойдем. Трудный Идем дорогой трудной, идем дорогой трудной. Здравствуй, Здравствуй. я здесь, под яблоней. Кто ты? Какой ты красивый. Я лис. Поиграй со мной. Мне так грустно. Я не могу с тобой играть. Я не приручен. Ах, извини. А как это? Приручить? Ты не здешний. Что ты здесь ищешь? Людей ищу. А как это? Приручить? У людей есть ружья. Они охотятся каждый день. Это очень неудобно. А еще они разводят кур. Только этим они и хороши. Ты ищешь кур? Нет, я друзей ищу. А как это? Приручить? Это давно забытое понятие. Это значит создать узы. Узы? Вот именно. Ты для меня пока лишь маленький мальчик, как сотни тысяч других маленьких мальчиков. Ты мне не нужен, а я для тебя просто лисица, как сотни тысяч других лисиц. И я тебе тоже не нужен. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. И ты станешь для меня единственным на свете. И я буду для тебя один в целом свете. Кажется, я начинаю понимать. Есть одна роза. Наверное, она меня приручила. Возможно. На Земле все возможно. А это было не на земле. На другой планете? Да? А на той планете есть охотники? Нет? Как интересно. А там есть куры? Нет. Нет в мире совершенства. Приручи меня. Я бы с радостью, но мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи.
Узнать можно только те вещи, которые приручишь. У людей не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах, поэтому у них больше нет друзей. Если хочешь иметь друга, приручи меня. А что для этого нужно сделать? Нужно запастись терпением. Сядь вон там, поодаль, вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немного ближе. Лучше приходи в одно и то же время. Так я узнаю цену счастья. Вот и настал час прощания. Я буду плакать о тебе. Ты сам виноват. Я не хотел, чтобы тебе было больно. Да, конечно. Но ты будешь плакать. Да, конечно. Значит, тебе от этого плохо. Нет, мне хорошо. Я открою тебе один секрет. Он очень прост. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Самого главного глазами не увидишь. Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдал ей все свои дни. Потому что я отдал ей все свои дни. Люди забыли эту истину. Ты в ответе за тех, кого приручил. Ты в ответе за свою розу. Я в ответе за свою розу. Я в ответе за свою Каждому человеку важно иметь уголок для душевного отдыха, где он находит уют, покой и понимание, поддержку и искреннюю любовь. Семья – это не просто важнейшая ценность жизни человека, это смысл его существования, источник его вдохновения. Берегите себя и свою семью, ведь ваши близкие – это самое дорогое, что у вас есть. С праздником, с Днем семьи!